Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодня мы с вами будем рассматривать подготовительные вопросы к первому туру Олимпиады Айханат. Все вопросы у нас в первом туре будут по темам 8 класса полностью и по темам первой четверти 9 класса. Здесь у нас будут 3 уровня сложности, естественно, самые легкие, средние и трудные вопросы. Все вопросы учитывают, конечно, время их решения, соответственно, очень сложных вопросов у нас на первом туре Олимпиады не будет. Вот пример номер 1 из ниже приведенного рисунка. Нужно определить полюса магнитов под номерами 1, 2 и 3. У нас вот номер 1, 2 и 3. Соответственно, нам нужно для этого вспомнить, что в постоянных магнитах вне магнита линии магнитной индукции идут от северного полюса к южному, соответственно, от N к S. Получается, у нас полюс номер 1, туда входят индукции магнитного поля, соответственно, это получается у нас S, то есть южный полюс. Здесь то же самое, входит в желтую зону, а третий у нас получается от него исходит, значит это N, северный полюс, а вот второй, то есть полюс под номером 2, туда тоже входит, поэтому получается тоже южный. Первый номер у нас южный, второй номер у нас южный и третий номер у нас северный. Получается ответ у нас B. Следующий пример. В таблице приведены температуры плавления и кипения некоторых тел X, Y и Z. Для того, чтобы быстрее решить задачу, нам не нужно сначала смотреть на таблицу, а нужно сначала прочитать вопрос. Согласно таблице, определите правильное утверждение о телах X, Y, Z. То есть тут в вариантах приведены некоторые утверждения об их состояниях при разных температурах. И нужно определить, какое утверждение правильное. Вариант номер А. Точнее, вариант А. При 25 градусах по Цельсию тело Y или Y находится в жидком состоянии. Смотрим на Y тело. Получается, при 30 градусах это тело только начинает плавиться, значит, при 25 находится в твердом состоянии. Значит, нет, не вариант А. При минус 15 градусах по Цельсию тело X находится в газообразном состоянии. Смотрим на тело X. И температура кипения этого тела получается минус 9, а здесь минус 15. Значит, при минус 15 это тело может находиться только при жидком состоянии. Значит, тоже исключается вариант Б. При 93 градусах по Цельсию тело X, Y, Z находится в твердом состоянии, но это уже явно не подходит, потому что все тела уже переходят в газообразное состояние при температурах ниже, чем 93. При 0 Цельсия тело Z находится в жидком состоянии. Смотрим на тело Z. Получается, плавится это тело при минус 19 градусов по Цельсию, переходит в газообразное состояние, то есть кипит, начинает закипать при 61. 0 получается между этими температурами. Получается, тело расплавилось, оно не перешло в газообразное состояние. Значит, тело находится в жидком состоянии. И вариант D – это правильный ответ. И следующий пример. Определите изображение положения часовых стрелок в зеркале. То есть нужно нам определить, каким будет выглядеть эти часы на изображении в зеркале. Так как человек видит все по горизонтали, соответственно, в зеркале он увидит все горизонтально или симметрично наоборот по вертикали. То есть часовая стрелка, вот эта короткая стрелка, у нас перейдет в эту сторону симметрично, а минутная стрелка должна перейти в эту сторону именно относительно относительно вертикальной оси. Получается, если вот здесь у нас примерно 11 часов, то в изображении в зеркале должно выглядеть как 1 час. Примерно вот так. Если минутно показывать 10 минут, то получается, эта стрела должна симметрично перевестись в другую сторону, примерно должна показывать 50 минут. Соответственно, ищем такой вариант ответа. Ну, скорее всего, вариант А подходит.
Следующий пример. КПД идеальной тепловой машины 80%, а температура холодильника минус 73 градуса по Цельсию. Найдите температуру нагревателя этой машины. Соответственно, нам для того, чтобы определить температуру нагревателя, сначала нужно температуру холодильника расписать в абсолютной шкале. То есть температура холодильника, если помните, это мы обозначали это как Т2, минус 73 по Цельсию, это получается 200 градусов по Кельвину. Формула КПД тепловой машины, точнее идеальной тепловой машины, Т1 минус Т2, деленный на Т1, умноженный на 100%. Если вычислить, оттуда мы получим, что Т1 равно 1000 Кельвинам. Вариант А. Следующий пример. Какая температура установится, если перемешать жидкости А и Б? По формуле одна жидкость передает тепло, другая получает. МА умноженное на СА умноженное на TA минус θ равно МБ умноженное на СБ умноженное на θ минус ТБ. Дальше, если подставлять значение, 6m умноженное на c умноженное на 30 минус θ будет равно 2m умноженное на c умноженное на θ минус 10. 2m и 6m можно сократить, здесь тройка остается, c и c тоже можно сократить. Если раскрыть скобку, то получается у нас 90 умноженное на, минус 3 умноженное на θ должно быть равно θ минус 10. Отсюда, если вычислить, то θ у нас получается 25 градусов по Цельсию. Ответ Д. Следующий пример. Два автомобиля, приближаясь к перекрестку, смогут увидеть друг друга со скоростями какими? То есть, это получается у нас относительная скорость. V относительная равна V тела минус V наблюдателя. Это формула относительной скорости, но, естественно, нужно учитывать, что скорость является векторной величиной. По формуле сложения векторных величин, если между ними 90 градусов, мы используем формулу Пифагора. Нам не обязательно, получается, определять направление относительной скорости. Поэтому наше значение, когда скорости обеих машин по 8 метров в секунду, это получается из теоремы Пифагора. V относительная 8 в квадрате плюс 8 в квадрате под корнем. Это 8 корень из 2. Следующий пример. Лодка переплывает расстояние 40 километров по течению за 2 часа, а против течения расстояние 45 километров переплывает за 3 часа. Нужно определить скорость течения реки. Так как у нас есть две неизвестных величин, мы должны обязательно написать два уравнения. Первое. Когда лодка плывет по течению, она плывет расстояние S1 равное V лодки плюс V течение умноженное на T1. S2 равно V лодки минус V течение умноженное на T2. Если подставлять значение, получается у нас 40 S1 равно V плюс V течение умноженное на 2 часа. 45 равно V минус V течение умноженное на 3. Естественно, можно сокращать. Здесь получается 20 остается, а вот здесь получается остается 15. Ниже распишем. 20 равно V плюс V течение. И 15 равно V минус V течение. Нам с вами нужно найти V течение. Можем решить как систему уравнений. Соответственно, сюда подаем минус, потому что нам нужно отсюда выразить V течение. Соответственно, 20 минус 15 будет у нас 5. V минус V будет 0.
v течение минус будет плюс v течение, итого 2v течение. Отсюда v течение у нас будет равно 2,5 км в час. Мы имеем такой ответ b. Следующая задача. Даны уравнения изменения координат двух тел, как x1 и x2. В общем, дается два уравнения. В момент времени, когда координата второго тела x2 равно нулю, координата первого тела будет x1, то есть будет равно чему? Для этого нам сначала нужно определить, в какой момент времени после начала движения координата второго тела будет равно нулю. Для этого мы расписываем с вами уравнение x2 равно 24 минус 4t, и оно должно быть равно нулю. Соответственно, если отсюда высчитать время, то это получается 6 секунд. Значит, после начала движения через 6 секунд у нас координата второго тела будет равна нулю. Координата первого тела в это время x1 равно 4t плюс 2t в квадрате. Равно 4 умножить на 6 будет 24, плюс 2 умножить на 6 в квадрате. 36 на 2, 72, плюс 24 будет 96 метров. Следующая задача. Тело, двигаясь по окружности, поворачивается на угол 3π радиан за 0,5 секунды. Частота вращения тела равна. Для того, чтобы найти частоту, нам сначала нужно определить циклическую частоту. Почему? Потому что формула циклической частоты омега равна 2π ню. То есть мы отсюда можем выразить частоту. И по данным мы можем очень легко вычислить циклическую частоту. Это у нас φ, деленное на t, то есть угол поворота, деленный на время выполнения этого поворота. У нас получается угол 3π, деленный на 0,5 секунды. Это получается 6π радиан в секунду. Подставляем сюда. 6π или омега равна 6π радиан в секунду, она же равна 2π умноженное на ню. Если отсюда вычислить, то ню у нас будет равно 3 герцам. Следующая задача. Тело, двигаясь по окружности радиусом 60 метров, поворачивает на 150 градусов. Его путь при этом равен. Нам с вами сначала нужно вспомнить, что S при полном круге, то есть при одном круге, S путь совершенный равен 2πr. Но настоящая формула выглядит вот таким образом. S равно альфа умноженное на r. Причем альфа это угол поворота в радианах. Так как при полном одном круге у нас угол поворота 2π, соответственно, путь будет равно 2πr. Для этого нам нужно сначала высчитать, сколько же будет в радианах составлять 150 градусов. Если 2π радиана это у нас 360 градусов, то x у нас будет 150 градусов. Дальше. X равен или альфа, как угодно будет вам, 150 умноженное на 2π, деленное на 360. Это получается 300π, деленное на 360. Можно сократить на 60 точнее. 5π, деленное на 6 получается. Если у нас угол поворота 5π, деленное на 6, то путь будет равен альфа умноженное на r, 5π на 6 умноженное на, вместо r можем сразу значение подставить, 60 метров. Получается 6 и 6 сократится, это 50π метра. Можно, конечно, π подставить на место, но здесь нет необходимости, потому что такой ответ у нас уже есть. Следующая задача. Тело брошено с высоты 125 метров без начальной скорости. Вслед за ним через 2,5 секунды бросается второе тело, только с начальной скоростью 30 метров в секунду. Получается вертикально вниз именно. В момент, когда первое тело упадет, на какой высоте над землей будет второе тело? Для того, чтобы определить, на каком расстоянии будет второе тело над землей, нам нужно определить, сколько расстояния это тело пройдет за
оставшееся время падения первого тела. То есть нам сначала нужно определить, сколько в общем времени будет падать первое тело, которое бросается у нас свободно. Из формулы h равно gt в квадрат на 2 время падения первого тела будет в общем 5 секунд. Но так как второе тело бросается через 2,5 секунды после начала движения первого тела, то второе тело будет падать, значит, остальные 2,5 секунд. Значит, время движения второго тела 2,5 секунды. Дальше. Вычислим, какое же расстояние или какое же будет перемещение второго тела. Перемещение второго тела S будет равно v нулевое t, так как вниз бросается тело, у нас будет плюс gt в квадрате на 2. Соответственно, подставляем 30 умноженное на 2,5 секунды плюс 10 умноженное на 2,5 в квадрате, деленное на 2. Здесь у нас получится 60-75 метров, а здесь у нас получится 62, 31,25. Итого 106,25. Теперь постараемся понять ситуацию. Первое тело брошено было с расстояния 125 метров, то есть у нас это h. Первое тело падает до земли, второе тело, так как бросается через 2,5 секунды, перемещается на расстояние s, а нам нужно найти высоту h над землей. То есть давайте обозначим это расстояние как дельта h. Нам нужно расстояние дельта h, мы можем найти по выражению h минус s. h у нас 125 метров, а s у нас 106 метров, точнее 106,25 метров. Если отнять, у нас получится 18,75 метра. Это ответ Е. Следующая задача. Телу К, приведенному на рисунке, подают еще заряда со значением 5Q. То есть у тела К было минус 5Q заряда. Если мы подаем туда еще заряда 5Q, то получается тело К становится нейтральным. В начале у обоих тел были заряды, соответственно, между ними была какая-то сила притяжения, так как минус и плюс заряды. F будет равно K Q1 Q2 деленное на R в квадрате. После того, как мы подаем 5Q заряда, тело К становится нейтральным. Соответственно, нейтральное тело не будет никак взаимодействовать с заряженным телом. Значит, у нас, можно сказать, полностью исчезнет сила натяжения вот этих нитей. Значит, такого ответа у нас нет. Значит, мы будем отмечать, будет ослабляться. Следующая задача у нас напряжение, подаваемое на смесь воды и нефти, 45 киловольт и ее сопротивление 15 килоом. Найдите силу тока. Для решения этой задачи нам просто нужно вспомнить закон Ома. Подаваемое напряжение U будет равно сила тока умноженная на сопротивление. Но я думаю, нетрудно отсюда увидеть, что 45 тысяч и 15 тысяч сократятся, и, соответственно, сила тока будет равна 3 ампера. Следующая задача. На рисунке показана схема подключения реостата к цепи. Зачем до? Следующая задача у нас на рисунке показана схема подключения реостата к цепи. Сначала измеряют с помощью амперметра и вольтметра напряжение и силу тока в цепи. Потом, после того, как измеряют, начинают двигать ползунок реостата в левую сторону. Из рисунка нам будет видно, что если двигать ползунок в левую сторону, то длина реостата, по которому будет проходить ток, у нас уменьшится. Вообще сопротивление реостата высчитывается по формуле ρL деленное на S. Если мы будем двигать ползунок влево, у нас длина уменьшится, по которому будет проходить ток. Значит, в целом сопротивление реостата, естественно, уменьшится.
Так как в данном случае вольтметр измеряет в целом напряжение, которое подается на цепь, а источник тока у нас не меняется, значит показания вольтметра должны не меняться. Из закона Ома U равно I умноженное на R, если подаваемое напряжение не меняется, а вот сопротивление уменьшается, для того, чтобы равенство сохранилось, сила тока должна только расти. Соответственно, сила, то есть показания амперметра у нас увеличится, получается ответ D. Следующая задача. У Айзере есть в уме два предмета. Температура первого предмета у нас 52 градуса по Цельсию, а второго втрое больше первого. Естественно, неправильно будет решать вот таким вот образом. 52 умноженное на 3, и это должно быть 156 градусов по Цельсию. Почему? Потому что в физике все температуры должны измеряться только в абсолютной шкале, то есть мы должны 52 перевести в кельвины. Это означает, что температура первого тела Т1 должно быть равно 273 плюс 52 по кельвину. Это получается 325 кельвинов. Если температура второго тела втрое больше первого, 3Т1, это будет 3 умножить на 325, это 975 кельвинов. Ответ D.